Все с почином. Айда поработала. Первый глухарь. Айда лаяла. Залаяла Айда. Короче, нашла. И дело было как. Подошел я. Выстрелил где-то метров 40, наверное. Но сзади. Ну, как бы с задней стороны я выстрелил. Выстрелил и с грохотом он улетел. Улетел и направление примерно. И, короче, я сегодня тихо и слышно, как он упал. Ориентир взял, вот навигатор. Навигатор тоже сразу включил. И если на ориентир не найду, буду кружить, искать. И, в общем, метров 300 он улетел. Нашли. Все. Первая трофейная дичь. Вот пока кровь в рот не дойдет, он, блин, в шоковом состоянии летит. Бог знает еще сколько. Молодец, Айда. С крещением тебя. Первый глухарь, короче, с помощью Айды добыл. Все, Энвар. Нюхай, но не кусай, ничего не делай. Все, это твой. Заработала. Молодец. Все. Поощрение дал одну лапу глухаря, как бы, чтобы знала вкус и чувствовала дичь, пока горячий, теплый еще. Все, идем дальше. Хрустит, вкусно. Конечно, воровая дичь самая вкусная птица. Вкуснее любых других птиц, уток, скажем, или еще. В азарт вошли. Не знаем уже сколько километров прошли. В общем, до черта. На пару часов вышел в лес. И уже сколько ходим. Полдня уже. Больше уже половины дня прошли. Сейчас, наверное, часов сколько? Ну, первый час уже. 6 часов уже идем. Сейчас отдохнем. И дальше пойдем. После тех глухарей, пока ничего не видели, ни рябчиков, никого. Вот до глухарей еще я видел куропатку одну. От собаки вылетела, взлетела, короче, и полетела там. Она серо-белая, там уже перья меняет, скоро уже совсем белой будет. Кроме этой куропатки ничего. Все. Ну, сейчас чай попьем и без остановки, наверное, будем шуровать до избушки. Еще пару часов, наверное, придется нам идти. Вот такие сосны у нас. Вон, видели, какой диаметр. Очень-очень большой, толстый. Один такой крупный. Такой кулак. У нас, если взять сантиметров 10 раз, 2, 3, 4, 50 диаметром. 50-55 где-то. Внизу еще крупнее. Идем к избушке. Частенько попадаются брусники. Вот брусника. Вот. И представляете, осенний вкус. Октябрьский вкус брусники. Это уже совсем созревшая ягода. Я вам скажу, очень вкусно. И кто осенью охотится, поздней осенью, он-то уже точно знает и подтвердит мои слова, что октябрьская брусника вкуснее всего. Смотри. Их много. До черта. Чай. И собака любит. И я люблю. Вкусная, сладкая ягода. Вот так, когда хочется пить, так соберешь пару горстиков
И в рот. Целый рот воды. Сладкая, иногда бывает кислая. В разных местах разный вкус тоже. Вот смотри, сколько их. Так что выходите на природу. Ходите пока осень, лето, зима долгая. Надоест еще дома сидеть. С весны надо до осени ходить. Ходить в походы. Куда есть возможность. А не надо на юга. Ну, в принципе, юга тоже полезно. Беру свои слова обратно. Юг это юг. А природа тоже нормально. Летом не было бы еще комаров. Все. Идем дальше. Одни сосны тут. Тут еще не был. Первый раз здесь. Уголки еще такие, оказывается, были, где меня не было. И вот я сегодня там и хожу. Дошли до избушки. Время 15:30, 3:30. Вышли без 10:06, наверное, было. 6 часов. Вся охота начинается. Хоть в плаще, весь сырой вон. Хотя и в плаще был, все равно сверху там идет дождь на улице. И целый день так моросил. Грею макароны, буду макароны кушать. Вчера суп был из рябчиков, сегодня по-флотски макароны. Макароны с мясом. В общем, ходили, удовольствие. Удовольствие получил, конечно, капитальное. Я думал, уже здесь все знаю, все места. Уже здесь охочусь, рыбачу 16 лет, как избушку я построил тут. А оказывается, я еще в некоторых местах и не побывал. Сегодня в том месте я был, где раньше не ходил. Такие круги побольше делал. Пешком ходил по трассе, потом еще где. Зимой бродил. А в середине оказалось там такие еще хорошие места. Ручьи. 3 ручья. Непонятно где, как течет. Не мог ориентироваться. Там шел в одну сторону, переходил 2 ручья. Обратно шел, 1 ручей перешел. Что случилось, где 2 ручей? Оказывается, там они стыкуются, там непонятно что там. В общем. Но надо разбираться и дальше. Может еще и в этом году уже не получится, а на будущем году, может, еще схожу там, поохочусь. Мне понравилось. Когда обратно уже шли, добыли еще одного рябчика и встречал еще одного глухаря. Мудрый, старый глухарь он уже. Почему, спрашиваете, мудрый? Он отлетел от нас, не трещал, ну, тречкает он так, как кричит, он треч, такие, он звук такой дает. Тихоря он взлетел, и взлетел не от собаки, наверное, а от меня. Я не ожидал, я шел уже громко так. Собака сразу моментально стала бежать за ним. Вот это самая главная ошибка у лайки. Когда взлетает дичь, собака должна замирать, как бы должна ориентироваться, куда летит птица и примерно куда он сядет, как и человек. Она сразу, как глухарь взлетел, он тоже бегом, она тоже бегом, что есть силы бежит.
она не слышит, когда она бежит, она не слышит, не может сориентироваться, куда сядет птица. А я так замер и слышу, птица летит, летит, так крылья попадают в деревья. И услышал грохот такой. Грохот, сел где-то большое дерево, и с сучьями дерева, не верхушки, а именно в дерево. И примерно метров 300 он улетел. Может, чуть ближе, ну так, примерно я сам себе ориентир дал. Собака, я не знаю, куда ушла, а я именно вот в то место пошел и попался именно вот в просека. На просеку попал и ориентир в ту сторону тоже. В общем я пошел и уже стал смотреть деревья. Примерно вот я думал дошел. На крупные деревья стал смотреть. И передо мной дерево так стоит, метров 70, наверное. За ним большое дерево. И глухарь там и оказался. Я не успел его заметить, и дерево, и за деревом, вот то самое дерево, где он сидел. От верхушки где-то метр ниже, вот, где вот сучья. Я слышал, как он сел. И именно вот большое дерево, я так и знал, что он сучьями. Короче, он взлетел и сейчас летит. В общем, я не услышал, что куда-то он сел. А собака вообще с другой стороны откуда-то прибежал. И я как его, позвал. Я не знаю, где она была вообще. Вот такая охота сегодня была. 14 октября. Покров день. Будем смотреть. Еще у нас пару дней в запасе есть. Будем и дальше пока охотиться. Но уже надо обратно домой ехать. Скоро уже обратно домой. Вот такая охота. Охота на глухаря сегодня прошла. Прошла на отлично. Одного хоть добыли, и то ладно. 15 октября сегодня. Сейчас 5:58 на времени. Собираемся на охоту. На охоту на дальнюю избушку, где я уже 20 лет не был. Там уже другие охотники охотятся. Надо посмотреть, вспомнить, как мы там охотились, как дела там. Вообще лес хоть какой сейчас уже. Много уже, наверное, изменилось. В общем, буду снимать, показывать. Надеюсь, будет интересно. Нам надо идти сейчас 20 километров примерно по болотам, по сырым местам вообще, по старым вырубкам уже. Там я зимой ходил, там просека уже, наверное, не видно. Там без навигатора там не разобраться. В общем, по ходу буду снимать. Пойдем, если все нормально там с ночевкой. Я еду взял на одну ночь. И рюкзак, как всегда, получился не очень так и легкий. Вроде ничего не взял, там еще топор. Кто его знает, может там дрова, ничего нету. А так и есть, наверное. Если там хозяев нету, значит и дров надо самому все сделать. Все, идем. Будем охотиться. Дальше искать глухарей. Вот снежок вышел. С избушки выходил. Прохладно. Я оделся по-легкому там. Осеннюю одежду так и не одел. Думаю, иду и прохладно, когда шел. А вот сейчас вот где-то 1,5 километра, наверное, прошел и все, уже начинаю потеть. Мне тепло.
И хорошо на улице. Тихо и снежок. Конечно, он мокрый. Падает и сразу растает. Там скоро сырым будем. У меня с собой плащ есть. И еще один момент хочу показать. Вот видите, тропа. Здесь, наверное, штук 20, может меньше, цыгане здесь прошли. Цыгане, те цыгане, которые называются оленями, олешки. У нас в Коми так их называют, потому что они никогда не останавливаются, идут, едят, идут, отдыхают, идут. В общем, они такие гастарбайтеры. На месте им не сидится, и вот следы их. И вот как просека тут, ну здесь раньше тоже дорога была, лес как-то увозили, из деревни поднимались до вверх, хрен его знает, где там еще работали, лес валили. В общем, эта дорога идет куда-то на север. Но здесь он уже заканчивается, как бы уже еще заросла, вот этот кусок еще как-то держится. Ну, снег, конечно, нехороший. Все тает на мне. С утра было 0 градусов. Как же длинное это сырое место. Уже весь спотел. И такая тропа вот все тянется. Куда-то тоже по пути идут. И, наверное, уже не один год тут проходили. Это старая тропа ихняя. В общем, так и идем. Пока по таким местам, по сырым, нехорошим. Надо идти. Дальше будет, наверное, лучше, интереснее. Зимой там проходил. Летом, можно сказать, еще туда не ходил. Вот и непонятно, что нас ожидает. Что за места. В середине кадра вот квартальная просека. И вот просека юг, север. И будем шуровать по этой просеке 3 квартала, 12 километров. Именно будем идти на север. На север. 1 квартал между столбами 4 километра. Вот нам встретится еще 3 столба. Так, 1, 4, 2, да. На 3-й столб мы повернем налево, на запад. И еще там будем идти. А сейчас пока будем идти строго на север, в сторону Ухты. 12 километров, короче. Здесь уже почва хорошая, и вон гора поднимается. В гору поднимемся, там еще, наверное, легче будет идти. В общем, нормально. И погода вообще класс. Идем. Снег перестал идти. И мы будем шуровать. Шуровать, идти, искать, добывать. Шел и увидел, палка лежит и береста. Дай, думаю, взгляну. И вон, у охотника кого-то капкан еще. Не насторожен, конечно, уже еще гниет. Сам охотник, может, уже и давно нету. Вот гвозди старые гвозди вон. Но у нас здесь палка была и упала вот. Она где-то вот так, наверное, была. И еще уже сколько лет там он пролежал. Может 2 года, может 3. Но недавно еще видно, что еще палка не гнилая. И вот так ставили капканы. Это нулевка. Нулевой номер. И, наверное, он еще у промысловиков вот такие проволоки. Я частенько иногда встречаю вот с такими проволоками.
Она уже заводской проволока. Она уже так и сделана, так и продавалась. Сами, наверное, так не делали. Можно, в принципе, и сделать, но я как думаю, это заводской. Вместе, может, с капканом шел. Или еще там раньше промысловики по 300-500 штук таких капканов. Там, если по лесу ходить, сколько в земле гниет этих капканов, сколько уже, ну, сгнили палки, упадали на земле. В общем, лежат, гниют. Много их, очень много. И вот один из них, который я как бы вот по просеке поднимаюсь, и возле просеки лежала. Вдруг на глаза попалась. Просто я внимание обращаю вот на бересту, привычка какая-то, вот, чтобы посмотреть там, ну, для себя или еще, как бы бересту сделать для капканов. И вот такая привычка у меня. Если по ельнику иду, всегда смотрю на ели, ну, чтобы елки без сучьев были, на материал, на лыжи, диаметром так 30 деревьев всегда смотрю. Это привычка у меня такая. Вот так. Капкан оставляем так, пусть лежит, а мы пойдем дальше. Айда, устала что ли? Пошли, давай иди. Здесь, видимо, место, где охотники отдыхают. Не один день уже, не один год тут отдыхали. Как я смотрю, уже костер. Несколько лет там здесь делают. Может, тоже каждый год приезжают, ходят, охотятся. И вот такое место. Под елкой сидят там, чай пьют. Здесь ручей. В общем, высокая трава. И такое место. Вот тут отдыхают. Отдыхают охотники. Ходят. Так небрежно шагнул. Вот здесь почва, оказывается, тут бревно лежит маленькое. И я ошибся и там провалился чуть выше колена. Короче, я в болотных сапогах и не страшно, но мог бы и вообще глубже войти там. Вот этот ручей, где мужики тут обычно воду набирают, чтобы чай кипятить. Течет своим течением медленно. Ну, небольшой ручей. Небольшой ручей. Вот. Надо переходить осторожно. Так-то не широкий, а он, видишь, можно и в ровном месте так споткнуться. Идешь на улице как-то пасмурно, и настроение также не очень такие. И неожиданно вот где-то вдруг свистнет там рябчик, и сразу второе дыхание открывается. Хочется дальше идти, еще раз идти. Или же весной вот мерзнешь в шалаше. Сидишь, мерзнешь, и вроде уток нету. Ну, где-то вот свистнет чирок или свиясь. Вообще становится интереснее, теплее сидеть в шалаше, ждать дальше. И вот сейчас тоже вот шел вот такое расстояние, уже иду. И ни звука, ни шороха. Одни как бы одни автографы у медведей видишь, и все. Но хотя они старые, и сейчас уже, наверное, они все-таки возле берлоги уже крутятся. Надеюсь, уже легли. И в общем, свистнет рябчик, и веселее идти. Вот сейчас мы один ручей перешли, сейчас уже на горизонте второй ручей. Второй ручей будет. Он уже побольше. А там дальше очень-очень большое болото начинается. До этого болота я как бы здесь еще поднимаюсь на буране, езжу. И даже прочищаю вот эти просека, чтобы не зарастало. А дальше непонятно. Вот по ходу буду снимать, показывать. В общем, я там еще не ходил. Здесь еще это все знакомые места. Все знакомые эти просеки. Езжу на буране и
пешком, бывает осенью раз в год тоже здесь прохожу. Вот тут ручей тоже течет. Это уже второй ручей, как бы мы дошли. Вот видим, вот это старые капканы, вот у охотника. Вот уже сколько лет тут лежат вон. Палка очень-очень старая. И сколько раз вот ходим, и люди ходят, наверное. Кроме меня, все равно охотники тоже ходят, бродят. И стараются, ну, не брать. Уже годами он лишь здесь висит, вон, все в паутине. И никто этим... В общем, никто у чужого не трогает, не стараются. Охотник поставил, может кто-то из его семьи может брать, но чужое нельзя трогать. И я думаю, уже через несколько лет уже эта палка уже все сгниет и также упадет на землю и также будет, ну, вообще все спрячется под мох, и никто никогда не увидит и не вспомнит, что когда-то здесь был охотник, промысловик, ходил. Такая история, в общем. В общем, шлепнули второго глухаря. Шлепнули глухаря. Айда, во! Он еще живой. Все, это твой. Молодец, нашел. Крепкий, козырной глухарь. Вообще. Все, это наш. Добыли. А дело как было? Это сейчас на место. Все, молодец. Все, добыли. В общем, я буду возвращаться здесь, по этой просеке. И смотрите, я что сделал. Глухарь, сейчас добытый. И вот сделал такую рогатину на палке там, топором здесь, как бы щель сделал. И голову в эту щель засунул. И палка у меня где-то 3 метра высотой. И сейчас я покажу, как сохранить надо, ну, как ставить дичь, чтобы звери не съели, лисы или еще кто. Снимать и показывать вместе как-то без штатива не могу, но вон, должны вы понять. Вот палкой я поднял глухаря вон на 3 метра высоте. И лисы не достанут, если только куница. Все, в таком состоянии будет меня ждать-то здесь глухарь. Я его здесь оставлю, а на обратном пути возьму. Все, пусть здесь будет. Также небольшой запах дыма сделаю. Как бы отпугнем крупных зверей. Там росомаху или медведя. Кто может вот палку ударом своей лапы там сбросить и взять добычу нашу. А так он все висит высоко. Лисы уже точно не достанут. Все спрятал ли под елкой. А на обратном пути будем брать. Все, запах есть. Это уже можно разобрать. Вот и все. Пусть так тлеет. А мы дальше пойдем. Все как-то спонтанно у меня получилось. Такое редко такие моменты появляются. Но как бы получается. В общем, шел я, ничего не думал. Как-то шел. И вдруг услышал звук крыльев. Как-то неожиданно так голову поднял вверх, и глухарь прямо над моей головой. Вот рядом 10 метров от меня дерево. И на это дерево, на самую верхушку сел. Сел, и собака, смотрю, летит. Летит собака и начала лаять на это глухаря. Молодец. Лает, а я не двигаюсь, не шевелюсь. Тихонько так ружье взял, поднял, прицелился и выстрел. И он упал. Упал, сразу собака на него.
В общем, так спонтанно все получилось. Так красиво, можно сказать. Бывает за целый день или за неделю уже сколько мы отходим, столько уже невезучих дней было, а вот сегодня такой день красивый. Но мы настроились сходить на избушку, и все равно надо сходить, чтобы это не стоило.